Всегда со мною ты, во сне и наяву, во мраке ночи и в сиянии дней. Ты извини, что я пока живу, еще я миссии не выполнил своей. Все то, о чем мечтали мы с тобой, теперь один я двигаю вперед. И верю, что настанет день такой, все, что мы сделали, увидит наш народ. Я себя поэтом не считаю, я не поэт. Писать я начал, чтобы облегчить свою душу после того, как я похоронил свою супругу Рахия. Название «Строки, рожденные болью». Первая глава посвящена супруге моей, а в последующих главах опять же читатель столкнется с болью. Боль от того, что наш народ сегодня на своей земле чувствует себя несколько неуютно. Читая стихи и смотря на картины, я так думаю, у читателя и у зрителя появится, она никогда не исчезает, уверенность в том, что мы в любом случае, как бы ни было сложно, на вершину поднимемся.